февраль месяц в истории ингушского народа трагический месяц. Через несколько дней мы будем отмечать 74-летие изгнания нашего народа со своего отечества. Политиканы придумали очень такое хитрое, умное слово – депортация. Это слово как бы стирает весь тот трагизм, который осуществился в эти дни. Но мы, пережившие то, что произошло тогда, понимаем, что это была страшная трагедия. Трагедия, которую, дай Бог, чтобы не увидел другой народ на земле, хотя мы его сами пережили. Помню, этот день, мне был 6-й год. Хорошо помню этот день. Мое сознание в тот день было включено, как сейчас выражается, на полную мощность. То, что было до этого дня, я помню как отдельные кадры, а что произошло после, помню буквально, можно сказать, по дням и по часам. В тот день шел дождь, снег. Был хмурый такой день, мрачный такой день. Солнца не было, шел снег. Все село было заполнено солдатами. На перекрестках стояли с автоматами, с пулеметами. Вот. Мужчин забрали в мечеть, якобы для празднования дня 23 февраля, Дня Красной Армии и Военно-Морского флота. Там им объявили приговор о том, что ингуши и чеченцы являются предателями, что мы буквально все почти, получается, бандиты, и что правительство решило нас отсюда выселить в другие районы Советского Союза. Вот нас погрузили, я помню, нас погрузили в Студебекер, Соединенные Штаты Америки, для осуществления этого геноцида ингушского выделило Советскому Союзу огромное количество новеньких студебекеров. Между прочим, мы с них за это должны были спросить, в первую очередь, это обязаны были спросить наше руководство, в первую очередь наш парламент, а потом уже наши общественные организации. Но, наверное, это все еще предстоит это сделать. Нас погрузили в товарные вагоны. Вот. Наши соседи очень радовались. Вслед мели нам метелками. Их женщины выходили, мели метелками. Говорят, такой дикий обычай когда-то был, что обозначало, дай Бог, чтобы вы никогда сюда больше не вернулись. Вот. Нас посадили в товарные вагоны и отправили в Казахстан. В основном на Северный Казахстан. Представьте себе, тогда теплой одежды, редко у кого дома были теплые одежды. Мы, южане, одевались по-южному. В основном обувь и одежда была собственного изготовления тогда. В основном чувяки носили, там ичики, все это такое. Оно было легкое, не предназначенное для носки в местах, где мороз достигает до 40 градусов ниже нуля. Вот 18 суток мы лично, другие говорят, некоторые 21 сутки, 21 по-разному, но мы
В нашем вагоне мы 18 суток. По дороге в вагонах умирали люди. Мертвых на остановках солдаты входили, отбирали трупы, и буквально их выбрасывали в снег. Если родные успевали хотя бы в снег закопать своего мужа, то радовались такой возможности, что на время хотя бы их мертвое тело их родного человека скрылось от человеческих глаз. Солдаты относились к несчастным людям очень жестоко, прямо жестоко, можно сказать. Опоздавших на вагон во время остановки просто расстреливали. Когда поезд двигался, те бежали вдогонку, просто с вагона стреляли, они падали. В общем, вот такой был наш путь. Путь был устлан трупами до самого Казахстана. Там нас высадили прямо на снег. В первую ночь там умерло очень много людей от холода. Я помню, какой-то человек ходил и кричал: не засыпайте, не засыпайте, потому что это смерть. Оказывается, это был офицер, он отвоевался, вернулся, то ли его с фронта отозвали, то ли после ранения. Он знал северные морозы, и он пытался предотвратить гибель многих людей. Он ходил, говорил: ходите, тормошил людей, некоторых насильно заставлял подниматься. Вот такая была ситуация. Утром многие сидели замерзшие. Прямо замерзшие сидели трупы. Вот такая была. Потом нас разобрали по колхозам. Но в кино иногда показывают, как во времена рабства в Соединенных Штатах раскупали негров. Что-то подобное такое происходило. Председатели колхозу забирали с поля, забирали те семьи, где несколько рабочих рук. Если дети и женщины, и маломощные, и старики, которые не пригодятся для работы в колхозе, те семьи оставлялись потом. Их потом через несколько дней только забрали. Вот тот путь, который мы проделали из Кавказа до Казахстана. Первые 2 года, даже 3 года, можно сказать, очень много людей погибло. Голод, холод и болезни. Тиф косил буквально людей, и другая болезнь – ностальгия, тоска по родине. Человек сидит, ни есть не хочет, ни говорить не хочет, и просто угасает. Вот такая судьба постигла тех людей, которые были выселены. Ну, я взял тетрадку, вот она, подписал ее казахстанский дневник. Конечно, никакой характеристики здесь нету, но я сюда записывал все случаи, которые произошли в Казахстане. Как только чеченцы, ингуши где-нибудь собирались, сразу начинали рассказывать разные случаи из истории своего изгнания. Что в тюрьмах случилось, что в Казахстане случилось. В общем, и эти случаи я потом немножко переделывал литературную
подвергал небольшой литературной обработке и записывал в эту тетрадку. Вот. Назвал его «Казахстанский дневник». Потом и даже до половины его исписал, полностью исписать не успел. За это меня осудили на 4 года. Здесь нет никакого ни призыва к свержению власти, ничего. Просто я записывал случаи так, как рассказывали люди, вот как это произошло. Вот. Но тогда говорили, что это нельзя рассказывать. Это антисоветчина, это национализм. Как вы не можете забыть то, что произошло? Очень интересно. Например, русские не могут забыть, что сделал Наполеон в 1812 году, или что сделали поляки еще раньше, несколько сот лет раньше. А мы должны были забыть то, что на нашей памяти произошло. И нам говорили, надо забывать, слушайте, понимаете? Ну, знаете, строили великое государство, такие пословицы приводили. Лес рубят, щепки летят, понимаете? Это щепки были тысячи человеческих жизней. Вот что это. Теперь историю того, когда и как начали отмечать впервые этот день. Но это не праздник, это трагедия. Как 23 февраля, когда и как начали отмечать как трагедию ингушского и чеченских народов. В 1959 году 7 студентов ЧИГПИ, Чечено-Ингушского госпединститута, я их перечислю вам: Садулаю Борис, ингуш, Медов Якуб, Гатиев Хусен, Гацаев Саид, Бисултану Ляче, Цечоев Муса и ваш покорный слуга Кадзоев Иса задались вопросом, почему этот день не отмечается как великий траур. Ведь совсем недавно мы это помним, мы оттуда вернулись. Еще в нашей памяти все живо, все та несправедливость, которая над нами осуществилась. Мы решили протест свой показать. Мы одели белые рубашки, на белых рубашках черные траурные повязки и пошли на занятия в институт, Чечено-Ингушский пединститут. Боже мой, что подняло все. Нас таскали по деканатам, по парткомам, по профсоюзам. Потом даже нас в обком партии повели и нам объясняли. Даже наши руководители, представители из чеченцев и ингушей нам говорили, не надо это все ворошить. Это надо забыть. Ну, у них коммунистическая идеология такая. Если коммунисты расстреляли, закопали в известковых ямах, закопали там пару миллионов человек, это, по их понятиям, ошибка. Произошла ошибка. А если простой труженик, чтобы спасти от голода свою семью, там полмешка зерна уколол, это преступление. В общем, очень странные это люди были. И у них рассуждение, понятие добра и зла, понятие преступления и случаи у них не общечеловеческие, а свои собственные. Вот такое. Теперь, потом второй раз крупная эта дата отмечалась в
лагерях Мордовии в 1965 году, где осужденный за эту тетрадку, за этот казахстанский, ваш покорный слуга оказался на 4 года в московских лагерях. Адрес такой очень длинный. ПЯЖХ 385, дробь 7, там 11, 13 и так далее. Там представители разных народов отмечали даты свои национальные даты, они отмечали, и нас звали на свой праздник или на свою трагедию. Мы с ними делились этим. И потом мы сделали заявку тоже, что вот наша трагедия. Мы рассказали, я и поэт Али Хашигулько, мы рассказали тогдашним политзаключенным о судьбе наших народов, ингушских и чеченских народов, о том, как нас интернировали, как над нами издевались, как нас выселили, вот это про этот геноцид. И там в лагере вроде такого комитета политзаключенных решил, что этот день надо отметить. Это произошло в 1965 году, 23 февраля. Такая была забастовка. То есть всем объявили, что в этот день мы не пойдем на работу. И кроме коммунистических и демократических партий, там, все остальные, особенно национальные группы, прибалты, казахи, молдаване, украинцы и другие, все отказались выйти на работу и заявили руководству лагеря, по поводу чего все это происходит. Ну, ажиотаж был очень сильный. Говорят, даже где-то на Западе об этом потом говорили. Не знаю, мы были внутри лагеря, нам до этого, вот. Так что вот с тех пор. Но при коммунистах официально эту дату отмечать было просто запрещено. Но наши люди отмечали, держали уразу в тот день, многие давали сало. В общем, увеселительные мероприятия, там домашние, все это, свадьбы никогда не проводились в этот день. Это народ сам по себе так эту дату отмечал. Вот теперь у меня такая мысль. 23 февраля государственный праздник сейчас считается российской армией. Но лично я считаю, что это неправильно. Потому что если, допустим, Российская Федерация новое государство, то у нее день ее армии должен быть совсем другой день. Таких дней найти в русской истории можно целый мешок. Но этот день, когда у нас на одной площади здесь траурный митинг происходит, а здесь рядом почти отмечают праздник армии, здесь, в общем, это не контачит. Некрасиво это получается, и хорошо. Считаю, что нашему руководству надо было добиться того, чтобы надо было или день раньше, например, это государственный праздник нужно отметить, или день раньше, или день позже. Но в тот день это делать, лично я считаю, это нехорошо. Нехорошо. Нельзя этого так делать.
то, что произошло. Наш народ в 20 веке пережил два геноцида. Два геноцида. Это геноцид 1944 года и 1992 года. Теперь мне могут сказать, что не было геноцида. Это краткий словарь иностранных слов. Здесь определение, что такое геноцид. Я сейчас зачитаю. Геноцид греческий генос и сайдере, что значит генос род, сайдере убивать. Род убивать. Уничтожение отдельных групп населения по расовым, национальным признакам. Тягчайшие преступления против человечности. Отдельных групп. А у нас полностью вся эта статья подходит под наш язык. В 1944 году геноциду был подвержен весь ингушский народ, в том числе и чеченский народ. А в 1992 году, как здесь сказано, группа часть ингушского народа. И нам надо было добиться признания мировым сообществом этих двух геноцидов. Задача – это поднять этот вопрос, это общественных организаций, правозащитных организаций, парламента, руководства республики. Геноцид над нашим народом произошел, над нашими людьми. Поэтому наши руководители, наше руководство, наши организации должны защищать наши интересы. Поэтому это... Теперь, зачем это нужно? Для сохранения памяти. А зачем нужно сохранять нам память об этом? Нужно сохранять память об этом для того, чтобы такое больше не повторилось. То есть, как это перевести на обыкновенные понятия? Если мы будем знать, что и как над нами совершили эти геноциды, и будем видеть, что снова что-то подобное делается, мы можем поднять тревогу. Мы можем поднять тревогу и каким-то образом бороться против этого. А если мы просто спим, нас могут опять прямо спящими с наших постелей опять увозить в Казахстан и куда им угодно. Вот я думаю так. Еще я считаю так. Геноцид 1944 года. Те люди, те организации, те правительственные учреждения, которые осуществили этот геноцид, они должны быть наказаны. Процесс над ними должен быть. Ну, допустим, они лежат в могиле. Надо их могиле предать проклятию. Обязательно. До тех пор, пока мы не сделаем, пока этот процесс не произойдет, за оба эти геноцида, пока этот процесс не произойдет, над нами этот дамоклов меч будет висеть. Любое время над нами подобное могут снова сделать. Поэтому я думаю, что однажды, рано или поздно, это произойдет. Я считаю так. У меня не чувство мести во мне говорит. Абсолютно нет. Они должны быть наказаны. Наказаны предание проклятию. Осудить их именно должны. Специальный суд должен быть такой. Ну, что это будет? Где это будет? Я не знаю. Наверное, будущее поколение это осуществят. Вот теперь я хотел бы сказать несколько слов о нашей республике.
усилиями нескольких поколений, не одного поколения, усилиями нескольких поколений, даже более 100 лет, как ингушский народ борется за свой собственный очаг. Наконец-то мы это осуществили. У нас своя республика. У нас свой флаг, свой герб, свой гимн. У нас своя республика. Надо это сохранить. Надо это сохранить. Если бы в 1957 году, если бы до выселения у нас была бы своя ингушская, нас выселили бы со своей ингушской республики, то в 1957 году при восстановлении у нас бы пригородный район не отсекли. Наши отдельные руководители никогда бы на это не согласились и вели бы до конца борьбу за восстановление этой территории. Значение нашей республики, ее цена, которую народ за эту республику положил, это просто рассказать очень трудно. Бог олышой диалдох. Евей пачалки юхи делаш дуахам. Мы делаш. Бог олы ехи дуахаш дуах. Уж ворта мажие. Уж туржи, уж хамажи. Дадахвей. Бог олы дихун хабарт дуахвей. Алямат ялш. Охал خانش جيوين حد أعجلات جواها. أس خانش حد يتشم وميخ يقي ديحون بيردش يقي تيباش يقي تورج بيخش بانخت أقم تشاغ تسبب تشاغ شو يحكي بابرش نو تأخر قيرم بالمار يخاس بقول تشاغ خود جرب بيت تشاغ خلري دال مغلح بين أحد خدر حجل يوح مالله ولجوا بتشح ولي مسنين سحتر ديك خنا باقوات مسنين هني على حشر شيء تك عرده از ووتر يز كوبات يا أوشو رسلان بات از ووتر يا يونس بك يوكو روبات سبقنا ازغندا غلغاي بتشح غاندي ازغند ويتول خدوي دي on حقي اسمه ديخي مداد بقول بس هو جدال شيء برتوا بضوي دال إيمان شو دال ضلوي ويل ديزج ويل تير خلدوي وي سبريا مخرد يا خاتشان ليل شان مش تير دو اشتو ويل تير خلدوي از مسنيغ ياخ عادل يقشنا حق ياخ وي общественные организации ياخ مسنيغ ياخ بيش ياخ بقول حمل ديش دورهم أرمل والش دور متشع والي إنترنت والي تلفزيون والي وي كمان برتخو بولش تحاو خو جولش دي وي يحقاس شوي ديال دخ ديخر دخسر دال إيمان تو دولت وي